дерзкая, изящная, статная, красивая. Нет, это не о женщине, это о лошади. Кабардинской лошади. Ряд эпитетов в адрес этой породы скакунов можно продолжать долго, а можно просто продемонстрировать воистину безграничные возможности кабардинцев, что и сделали организаторы черкесского дерби. Сегодня мы присутствуем на уникальном мероприятии, мировых аналогов ему просто еще нет. И очень важно то, что это даже не столько спортивное мероприятие, хотя конный спорт здесь присутствует абсолютно точно. Это научное мероприятие, и в ходе его реализации вот за эти 10 дней будут получены данные действительно уникальные. Мы первый раз узнаем, как работает организм лошади при существенных нагрузках. То есть это вот первый шаг наш, такой очень большой, к проведению глубоких фундаментальных исследований в области физиологии работающей лошади. А нагрузки более чем серьезные. 10 дней подряд лошадь со всадником должна проходить по 100 километров за 12 часов без остановки. В итоге сложится 1000-километровая дистанция. Добавьте не по-сентябрьски злое солнце до 40 градусов тепла и пересеченную открытую местность, и картина станет полнее. Мы могли предполагать, что наши лошади, и не только предполагать, а с серьезной долей вероятности утверждать, что наши лошади способны не просто к многодневным переходам, а к многодневным скоростным переходам. И что мы, конные пробеги, это не просто выносливость, это так называемая специальная выносливость, резвостная. На практике это вообще никто не делал никогда. И как для людей, для лошадей получается, что ты, судя по тому, как мы это сейчас провели, ты все время едешь. То есть у тебя практически не остается времени на то, чтобы как-то отдыхать. Нужно все время находиться в седле, потому что время столь сжато, скорость твоего движения по дистанции получается 11-12 км в час, потому что лошадь надо каким-то образом по дистанции попоить, где-то там ее облить, немножко хотя бы дать ей покормить, и все равно еще оставлять какой-то запас по времени на всякие ЧП. Этого никто не делал никогда. И, собственно, никто не понимал, как двигаться, как ехать быстрее, отдыхать или ехать все время. 1000 километров – это очень большая дистанция. Даже самые большие соревнования по дистанционным конным пробегам, в принципе, куда готовятся лошади в основном, спортивные лошади, это 160 километров, то есть 100 миль. А здесь 1000 километров, 10 дней – это большое испытание для лошади. Испытанием стала и организация черкесского дерби. Лучшие лошади кабардинской породы регулярно участвуют в российских и международных чемпионатах и дистанционных пробегах. Надо было найти удобное для всех место в спортивном календаре, отобрать лошадей, используя сугубо профессиональные критерии, увлечь коневодов, наездников, судей, экспертов, представителей книги рекордов России, наконец. 1000 километров за 10 дней – это круто. Когда мы ехали сюда, как-то еще не понимали, что поле, кони, как их фиксировать, как их регламентировать, как их отслеживать, еще что-то. А когда я приехал, то понятно, что технически все подготовлено на мировом уровне. GPS-трекеры, компьютерное сопровождение, ветеринарное сопровождение, допинг-контроль, что чуть ли не на каждом этом этапе. Могу сесть, проехать, посмотреть, всадники едут. Я могу их следить на компьютере. Я подхожу, смотрю здесь по номерам. То есть в каком-то смысле дотошность до мелочей, да, рекорд будет, все как есть, и все на очень серьезном высоком уровне. Каждый день лошади проходили 4 круга, каждый 25 километров.
По свидетельству многочисленных болельщиков, к финишу возвращались, словно только сейчас вышли из стойла. Что же это за порода такая? Порода очень древняя. Вот. На самом деле ей порядка 2000 лет, как она сформировалась как порода. 500 лет уже ведутся записи, уже проследуется родословная этой породы. Значит, очень крепкое здоровье, очень неприхотливый к содержанию, к кормлению, при этом долго живущая, так скажем. Как ни странно, вроде бы казалось, она в горах воспитана, дикая, но я со многими работал породами, я скажу, что в заездке, в обучении это самая легкая порода. Значит, можно заесть ее, год не садиться, а потом садишься на нее, как будто вчера только ее расседлал. Кабардинская лошадь требует к себе особого отношения. И являясь, по свидетельству специалистов, продуктом народной селекции, она это отношение к себе получала на протяжении столетий. Недаром у кабардинцев слова «брат» и «лошадь» звучат одинаково – «сиш». Здесь всегда были лошади, здесь они всегда есть, они были, есть и они будут, потому что, так как относятся кабардинцы к своим лошадям, наверное, трепетно, мало кто еще относится так же. Они относятся как к члену семьи, даже я больше сказала. Они относятся к ним как к равным партнерам. Они заботятся о них точно так же, как они заботятся о своих родных. Хлыст и шпоры кабардинская лошадь воспринимает как личное оскорбление, а на доброе отношение отвечает преданностью и покорностью воле хозяина. Выносливая, сильная, отчаянно смелая в бою, она по-кошачьи осторожна в горах, не страшится резких спусков и крутых подъемов, аккуратно пронесет всадника по узкому скальному карнизу, пройдет вброд реку и равнину по колено в снегу. Обладая развитой интуицией, сориентируется на местности, если всадник заблудится. Все это характеристики боевого коня. Недаром кавалерийские подразделения царской армии комплектовались лошадьми кабардинской породы. Отличилась эта лошадь и в Великую Отечественную. Яркий пример тому – легендарная 115-я кавдивизия. Порода была признана лучшей военной лошадью времен Второй мировой войны. Но ветераны помнят, молодежь, к сожалению, сейчас многого не знает, но в наступлении погнали из-под Москвы не танки, а кавалерия. Белов, Даватор, которые обеспечили наше наступление на немцев. А они сидели как раз на лошадях кабардинской породы. Она участник Великой Отечественной войны и очень даже незаменимый участник. وردوس كشودقت خطر ما ورسك يا زمت مواجهي وريدا 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 وبم وشودقت خطري ما خارزنا خي محمد مواجهي К сожалению, конец прошлого века стал не лучшим временем для кабардинской лошади. И только с середины 90-х, благодаря энтузиастам, порода стала возрождаться. И сегодня коневоды, фермеры и заводчики с полным основанием заявляют: мы пока дна не видели у этих лошадей. Это опровергает все
каноны коневодства, что они могут делать. Это лошади позднеспелые. Они в силу приходят и лошадями становятся, наши предки считали, с 11 лет. То есть с 7 лет до 11 лошадь постоянно укрепляется. Ее надо тренировать, ездить на ней, естественно. Но это до 11 лет еще не то, на что можно рассчитывать. И только в 11 лет, и мы сейчас это видим по лошадям, это становится настоящей боевая машина, которая может просто сделать чудеса. В полном смысле слова чудеса. Напряжение на площадке не спадало все 10 дней. Среди болельщиков и лже-знатоков звучали и пессимистические прогнозы, особенно когда лошадь снималась с испытаний. А было и такое, ведь непрерывный скоростной дистанционный пробег – это не увеселительная прогулка. Однако анализ форс-мажорных обстоятельств показал, всякий раз это был человеческий фактор. Очень немало всадников из 11 стартовавших снялись по причине каких-то собственных проблем, не проблем лошадей. То есть у них там воспалились грыжи, например, там, или какие-то еще проблемы, там, значит, остеохондрозы, давление в силу там, мышечного спазма у кого-то появилось. Организаторы, коневоды, фанаты кабардинской лошади, участники пробега, профессионалы в успех верили изначально и оказались правы. 3 лошади под седлом опытных наездников буквально ноздря в ноздрю финишировали вечером 10-го дня. Их встречали как героев, сделавших невозможное. Фейерверк просто сейчас был эмоций. Мы их 10 дней ждали, мы их наконец дождались. Это просто мы присутствовали при историческом событии. Я никогда не видела столько народу, столько вообще поддержки, столько эмоций. Их встречали как героев. Они будут делиться опытом, как готовить лошадь, как подвести лошадь к 1000 километров. 1000 километров – это нереальная дистанция. То есть, если пробеги всемирового уровня проходят на 160 километров, то 1000 километров – это просто феерическая дистанция. И смотря как выглядят эти лошади после этих 1000 километров, мне кажется, они могут еще. Даже представить трудно, каким мужеством нужно обладать, какую спортивную подготовку иметь, чтобы 10 дней по 12 часов кряду сидеть в седле. Это просто железные люди, говорят эксперты и наблюдатели. Среди железных есть профи, член сборной России по дистанционным конным пробегам, кандидат в мастера спорта, сотрудник правоохранительных органов Шамиль Гятов. Есть известный в республике фермер-коневод Роберт Кунижев со своей не менее известной лошадью. Ну а третий из пришедших к финишу – Арсен Дудов, новичок в этой дисциплине, жокей, привыкший к работе на ипподроме и не имевший представления о дистанционных пробегах. Он проявил невероятную силу воли и справился с задачей, выдержал испытания. Десять дней напряженной тяжелейшей работы, надежд и ожиданий венчает церемония награждения победителей. Рекорд. Наибольшее расстояние, преодоленное за 10 суток, верхом в России, с результатом 1002 километра 300 метров. Официально объявляется зафиксировано. Рекордсмены. Пара всадник жеребец. Жеребец Инал Кунижев Роберт. Пара жеребец Казбич Дудов Арсен. Пара жеребец Шахти Гятов Шамиль. И также, как я уже заметил, аналогов нет. И поэтому с теми же результатами я зафиксировал рекорд мировой.
شوش عرمتي توجف عافش حتى توصلي حايسة سياجي أري عافري وقع بيش زاب سوش زدهكم صوصر العراقوش عافش هيتري يحرب سنكتاش وانا تجمع فانشا وقصنم عرمتي صوصرقوا متدي تشطوش عرمتي توجف عافوي أمغت وشجاري مريقاني غشب واشفقان سماعي فوش شياري خوشي زريزري حرام واش حتى ويزي جشان ووجبي وتكبري صوصر ويخاوش. Все это от Всевышнего. Я хочу сказать, напомнить, возможно, кто-то это знает, когда орлы молчат, болтают попугаи. Очень долго черкесы, мои соплеменники, которые должны были громко заявлять о том, что у нас есть наша лошадь, молчали. И все это время болтали попугаи, в подавляющем своем преимуществе состоящие из наших же соплеменников, которые день и ночь занимались только тем, что дискредитировали кабардинскую породу. Вот мы нашей командой, группой людей, которые сюда приглашены, занимаемся тем, что демонстрируем в первую очередь собственному народу, во вторую очередь стране нашей и в третью очередь миру о том, что в мире есть, у человечества есть такая лошадь. Это черкесское дерби, которое показательное было с первого дня, мы это говорим, для всего мира, что такое кабардинская лошадь, что она из себя представляет, что она способна на длительные переходы и преодоление больших дистанций. Кроме того, отбор, наверное, правильно будет сказать, лучших жеребцов для дальнейшей селекции. Как показало сегодняшнее мероприятие, скажем, эти три жеребца, я думаю, достойны быть продолжителями нашей кабардинской породы лошадей. Я думаю, что значимость того события, которое сегодня к нашему удовольствию заканчивается благополучно, невозможно вот сразу все взять и осознать. Думаю, что это мы осознаем чуть попозже. Реальное осознание придет, когда эксперты, ветеринары, судьи, конезаводчики, наездники, спортсмены, организаторы соберут воедино результаты исследований, проанализируют данные, полученные в ходе наблюдений за испытаниями, и сделают выводы. Вполне возможно, что в сентябре 2020-го в Кабардино-Балкарии родился совершенно новый вид конных испытаний – скоростной дистанционный пробег. Во всяком случае, уже сегодня результаты черкесского дерби вправе на это претендовать. Это мероприятие в первую очередь нужно для селекции, для улучшения, для совершенствования породных качеств этой породы. Но такой момент, как запредельные нагрузки, вообще в стране изучались и в мире не так часто. На этот раз этот момент был проверен. С исследованиями по ходу все параметры снимались с лошадей, на лактат, на все. Удивительные качества они показали. И только людям надо заниматься с умом этой породы дальше тоже. Надо совершенствовать ее качество, а не просто эксплуатировать ее. Такие праздники, когда кончаются, всегда немного грустно. Почему праздники? Да, вроде начиналось это все как большое научное исследование, но на самом деле это праздник. И когда видишь, что лошадь сохранилась в культуре, что лошадь сохранилась в традициях народа, это огромная радость. В итоге мы выявили сильнейших лошадей. Будем, конечно же, дальше исследовать все их генетические особенности. И думаю, что мы получим уникальные результаты, потому что в мире таких прецедентов просто не было проведения таких испытаний. Это событие, которое уже вошло в историю. Извечный вопрос. Существует ли еще кабардинская порода лошадей? Это ответ на этот вопрос. Да, существует. Что кабардинская порода лошадей существует. Прежде всего, это испытания
жеребцов-производителей. Это испытание самой кабардинской породы и, конечно же, кабардинских всадников. Есть такая кабардинская поговорка «шифара-тафара», то есть лошадь и всадник. Это гвоздь нашей черкесской истории, это суть нашей истории. Без лошади, без всадника у нас не может быть истории, а значит не может быть и будущего. Я думаю, что именно кабардинская лошадь, кабардинский всадник вернут нас к своим истокам. Целью черкесского дерби было доказать, что кабардинская порода лошадей является уникальной в плане выносливости, а также преодоления длинных дистанций. Благодаря этому событию были установлены 2 мировых рекорда, и на сегодняшний день кабардинская порода стала самой обсуждаемой темой в конном мире, а также доказала, что она самая выносливая. Итог черкесского дерби – это не столько спортивные достижения и фиксация рекорда. Налицо глубокое научное исследование, постижение неисчерпаемых возможностей лошади одной из древнейших пород. Это воспитательная составляющая. Сколько мальчишек, заразившись от старших, уйдут с улицы, обретут дело своей жизни и друга в виде замечательного создания – лошади кабардинской породы. Это, наконец, задел на будущее для работы коневодов. Им есть над чем задуматься. Как готовить лошадей к нагрузкам, с помощью каких рычагов проявить их лучшие качества. Значит, мы планируем дальше, естественно, это мероприятие, вот этот вид конного испытания, я еще раз подчеркну, что это конное испытание. Мы планируем сделать его, конечно, регулярным. Он просто необходим для селекционной работы на породе. Это раз. И, значит, естественно, это испытание мы планируем в первую очередь делать для жеребцов и кобыл. То есть мы это будем стимулировать. Такого достояния, как собственная порода лошадей, есть у единиц народов в мире. Мы это совсем не ценим, у нас золото под ногами лежит. Есть еще замыслы, то есть мы знаем о каких-то достижениях в Советском Союзе, например, рекордсмены лошади есть, например, на скачках каких-то или на дистанциях. Есть рекорд арабской лошади, установленный на 30 километров. И мы хотим его побить и побьем, я это знаю, иншаллах, потому что мы это видим здесь по ходу тренировок. Мы собираемся побить рекорд прохождения 100 километров. Это принадлежит, по-моему, одному жеребцу кустанайской породы, еще в Советском Союзе установлен за 4 часа с копейками. То есть там 25 километров в час прохождения этой дистанции. Работаем над тем, чтобы побить этот рекорд, и на тренировках мы это уже делаем. В принципе, совершенно без ущерба для лошади проходим дистанцию там, 80 километров со скоростями большими, чем 25 километров в час. Сейчас это просто подготовительная работа ведется к тому, чтобы эти рекорды побить и зафиксировать их как мировые, естественно, вот как мы зафиксировали это на дерби сейчас. Призываю вас всех не как человек, который верит в то, что говорит, а как человек, который знает о том, что говорит, заняться кабардинской, нашей черкесской лошадью не по причине того, что мы сами черкесы и что мы обязаны этим заниматься. Если бы я не знал точно, что это выдающаяся лошадь с точки зрения современного коневодства, что по известным характеристикам, что по специальной выносливости, я бы занимался кабардинской породой, естественно, как энтузиаст, как финны занимаются там какими-то своими лошаденками небольшими, но не выступал бы на них в спорте. Это несравнимые вещи. Наша лошадь – это просто другой уровень. Просто этими лошадями никто не занимался. Нужно это выявлять, развивать, тренировать, селекционировать, естественно. И это просто уровень этих лошадей, он для всех других пород недостижим близко. Серьезная заявка сделана. Все, кто желает принять участие в этом увлекательном процессе, приглашены. Перспективы обозначены. Остается ждать очередных интересных стартов и заслуженных побед. Гордое, красивое, сильное и выносливое создание, рожденное среди величественных гор Кавказа, верой и правдой служившее его свободолюбивым народом, буквально за 10 дней перед всем миром отыграло десятилетие забвения, доказало, кабардинец – это не только достояние народа, который дал ему имя, это всемирное достояние.
Вопреки суждениям скептиков, люди, на протяжении четверти века занимающиеся возрождением кабардинской лошади, еще раз продемонстрировали миру универсальность и удивительные качества этой породы, которая может составить достойную конкуренцию любой самой именитой сопернице. Черкесское дерби доказало, что кабардинец и кабардинская лошадь – единое целое. يا جحكوت إيرا وزن شتكحو شحري وزن شو طريغاجة يغبسوها يغاصة ساندرا هادي غش ما تيوان تنيمي تيتو هادي غش استنجي ما دي غش